Ингуши внесли достойный вклад в историю российской авиации. Военные летчики – герои России: Аздоев Мурат Ахметович, Костоев Шервани Устарханович, Мальсагов Ахмед Татарханович. Среди тех, кто в числе первых, когда только-только формировалось это подразделение в нашей стране, был и Рашидбек Чахович Ахреев. Интеллигентный, образованный и воспитанный, Рашидбек Ахреев был одним из первых летчиков на всем Северном Кавказе. Его короткая, но богатая событиями жизнь вобрала в себя боевой путь кавалериста и летчика, участника 2 мировых войн. Он окончил Гатчинскую летную школу и возвращается на Первую мировую войну, а мы знаем, что он до этого уже кавалеристом воевал. Рашидбек Ахреев проявил себя и в военной авиации, и в гражданской авиации. Он был первым на земле Таджикистана, когда в Душанбе посадил первый самолет и первым привез правительство. И сегодня его имя отмечают и в Таджикистане, и нам это очень приятно. Он участник 2 мировых войн, погиб под Ленинградом, и тем он дорог нам, что в эти короткие сроки жизни он сумел уложить огромных 4 этапа жизни, о каждом из которых можно было бы говорить. Выставка рассказывает о легендарных летчиках-ингушах, которые ковали победу в битве с врагом. Она приурочена ко Дню военно-воздушных сил России. В 1912 году, 12 августа, именно военно-воздушный флот был выделен как бы в отдельную сферу. В истории российской авиации есть очень много имен, известных нам, и имен, перед которыми мы как бы преклоняемся. Те, кто стояли у истоков создания сферы авиации, это имена известных ученых Жуковского, Циолковского, давно стали уже легендами. Одним из самых известных среди летчиков в стране стал Сулумбек Асканов, первый герой России, генерал-майор авиации, летчик-истребитель. О его подвиге знают все. Он ценой собственной жизни предотвратил падение самолета на поселок в Липецкой области. Им гордятся и помнят. Асканов Сулумбек – это первый летчик, наверное, мысль, которым приходит в голову сразу, когда говоришь о летчиках, особенно представителя Ингушетии, это, наверное, ас своего дела. И его биографический материал также представлен на нашей выставке. С ним можно ознакомиться на наших стеллажах и на видеопрезентации. Примеров героизма и мужества ингушских летчиков очень много. В зале собрались и родственники погибших, которые рассказывают о подвигах своих близких. Молотхан Ахильгова по крупицам собирала историю своего дедушки. Летчик-истребитель Ахмед Шаухалов ушел на фронт и защищал родину до последнего. Дом Халя Москвич, семьяц Вахшханов. Там в 1941 году в Москве давахтал. Там бежал защитником он был, летчиком-истребителем, защитником города Москвы. Он в списках живых был еще в 1944 году, до высылки нашего народа, как и многих других. Он был жив еще. После 1944-го о нем его дети, его жена ничего не знали. Дедушка погиб, но память о нем будет жить вечно. Молотхан Ахильгова всей душой гордится им. Сколько всего было военных летчиков, сосчитать сложно. С каждым днем становится известно о новых именах. У нас есть имена летчиков, историю которых мы изучаем и приводим в пример нашим молодым. Это и Мальсагов Ахмед, герой страны, это и Костоев Шервани, это Аздоев Мурат, это и летчики Арчаков Асултан, Шаухалов Ахмед, Мальсагов Хаваш Погодин, это и Маматиев Ахмед, который, к сожалению, погиб в 1943 году. Он был инструктором, он был испытателем. То есть у нас были летчики и в военные годы, и поиск продолжается, мы собираем материалы. Сегодня уроженцы Ингушетии продолжают нести службу во всех родах войск вооруженных сил России. У каждого из них есть образцы мужества и героизма, которые ведут их своим примером. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.